С 1 марта весенний туристический сезон официально открыт. С наступлением весны желающих посетить наш регион становится в несколько раз больше. В основном гостей привлекает горная часть региона. Запланированы несколько таких масштабных мероприятий. Это и походы наши, всеми очень популярные, востребованные в республике походы, восхождение на горы. Потом фестиваль, учитывая ограничения пандемийные, мы будем проводить большинство мероприятий именно на улице. Красивой природой и множеством архитектурных памятников завлекает туристов Джейрахский заповедник. Такой концентрации объектов культуры на небольшой территории не найдешь не только на Кавказе, но и во всей России. В комтуризме ожидают рост турпотока. На это внутри республики, да и страны в целом влияет не только пандемия, но и пакет ограничений, введенных против России. Заявок очень много. Вот я, как и говорил, из-за ряда этих причин, как это не парадоксально звучит, наоборот, это послужило притоком туристов в нашу республику. Да и я думаю, во многие другие субъекты нашей страны, потому что турист, он любит отдыхать, любит ездить, открывать для себя какие-то новые места, территории. Поэтому в этом году мы ожидаем в разы больше потока туристов в нашу республику. Развитию туризма способствует и поддержка властей страны. Реализуются госпрограммы и проекты, направленные на улучшение инфраструктуры туризма. Проводится работа по благоустройству участков для кемпинга. За последний год в горной части республики установлены беседки, созданы небольшие зоны отдыха в разных локациях. Курорт Арымхи за время перерыва также провел модернизацию комплекса. Открыты гостиничные места, то есть средства размещения. Соответственно, увеличился номерной фонд. Более того, отдельно курортом готовится своя программа, досуговая программа. Вот приехали, например, семейные туристы, там с семьей приехали отдыхать. И днем они, понятно, там будут ходить по маршрутам, смотреть. И в вечернее время, чтобы как-то разнообразить свой досуг. Вот вчера у нас прошла коллегия с участием руководства курорта. И там директор курорта Магомед доложил, какая программа, какие мероприятия готовятся ими для отдыха, для развлечения туристов, в том числе и для детей. Чтобы удовлетворить спрос желающих отдохнуть в Ингушетии в новом сезоне, Комитетом по туризму разработаны 34 маршрута. Также продолжается подготовка новых специалистов-экспедиторов. Будем привлекать студентов из колледжей, профильных колледжей, это колледж сервиса быта в первую очередь. Вот, они у нас проходят практику, мы их готовим, и для них это будет как бы практические занятия. Первые мероприятия, выезды в горы и такие свои специализированные первые мероприятия для них будут. Как зимой, так и летом спросом пользуется и туризм на равнинной части республики. Такие места, как мемориал памяти и славы в Насыркорте и башня Согласия в Магасе, стали обязательным для посещения в путеводителей для туристов. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24.